Доброе утро, наши дорогие телезрители, доброе утро, Республика. Мы снова встречаем утро в Якутии на телеканале Якутия-24, НВК Саха. Вместе с вами я в студии Руслан Ачиров. И вот что мы подготовили для вас сегодня. Скоро День знаний и к чему должны быть готовы родители в начале нового учебного года. Как сделать так, чтобы дети прошли успешную адаптацию в школе после летних каникул. Какой рабочий график приводит людей к частым депрессивным состояниям, мы, конечно, узнаем сегодня. Также покажем нашу традиционную рубрику «Сад и огород». Тему огородничества продолжим сюжетом наших коллег. Как выбрать спелый и сочный арбуз. Ведь сейчас как раз пора этой сладкой ягоды. Так что оставайтесь вместе с нами и не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Будьте в курсе всех событий, которые происходят в республике, в стране и в мире. Ну а для начала давайте узнаем, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была от плюс 6 до плюс 14 градусов. В заречной группе Улусов плюс 7, плюс 14. В южных от 9 до 10 градусов выше нуля. В Вилюйской группе Улусов плюс 9, плюс 12. В Нижнеленских плюс 12, плюс 15. В западных 7-12 градусов выше нуля. В Колымо-Дигирской группе Улусов от плюс 9 до плюс 14, в Янских плюс 7, плюс 10, на северо-западе республики плюс 6, плюс 12. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляла плюс 9 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду, западный, сегодня днем без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ну а метеорологи назвали регионы, которые встретят 1 сентября по щиколотку в воде. Как говорит метеоролог Александр Шувалов, в части регионов Российской Федерации 1 сентября пройдут ливни с ураганами. Если в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске в школу дети пойдут по щиколотку в воде, то во Владивостоке ее может быть и по колено. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. С Казахстана, Оренбуржья поднимается и углубится обширный циклон, который 29-30 августа полностью накроет весь Урал, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень и прилегающие области Западной Сибири. Достанется и Омской области. Ожидаются сильные ливни. Количество осадков местами может достигнуть половины месячной нормы, порядка 30 мм за сутки. Эта непогода стихнет к 31 августа, но 1 сентября дожди сохранятся. А вот что касается нашего региона, то в городе Якутске по прогнозам синоптиков ожидается кратковременный дождь, пасмурно, днем плюс 11, плюс 15 градусов тепла. Торжественная линейка, гимн России и праздничный концерт. По традиции в День знаний сотни родителей провожают детей в школу. Психологи считают, что такая семейная поддержка особенно важна для первоклашек. Они больше старшеклассников переживают за смену обстановки, знакомство с учителями и другими школьниками. Вот почему участие родителей 1 сентября в линейке приветствуется, отмечают эксперты. Оно помогает ребенку чувствовать себя увереннее и думать о происходящем как о празднике, а не наказании. Однако пока закон это не разрешает. По словам юриста Никиты Городилова, согласно статье 112 Трудового кодекса России, работодатель вправе не отпускать сотрудника на школьную линейку, даже если его ребенок пошел в 1 класс. Но есть лазейка, точнее выход из ситуации. Так юрист рекомендует родителям брать на 1 сентября отпуск без сохранения заработной платы в порядке статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации. Это даст вам право не работать в этот день и спокойно посетить линейку. Важно отметить, что предоставление вот этого отпуска без сохранения заработной платы также является правом работодателя и предоставляется по соглашению сторон. Отсюда мы делаем вывод, что с работодателем нужно договариваться, иначе последний будет вправе не пускать работника на линейку, отметил Городилов. Ну а сейчас, дорогие друзья, давайте узнаем, какие знаменательные даты и праздники отмечаются сегодня, 30 августа. На календаре 30 августа сегодня отмечают День поджаренного зефира, день рождения компакт-кассеты, день пляжа, день доставленных посылок.
Также сегодня отмечают день рождения электрического пылесоса, который был изобретен более 100 лет назад британцем Хьюбертом Сесил Бутом. Эта идея возникла у него в процессе наблюдения за машиной, которая сдувала пыль в поездах. Проверив свою догадку, Бут сконструировал довольно громоздкое устройство – пуффинг Билли, которое вначале работало на нефтяном двигателе, а со временем перешло на электрический. События в этот день. В 1829 году в Москве заложена каменная триумфальная арка. В этот день французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал проксиноскоп – прародитель мультипликации. Состоялось венчание Александра Блока и Любови Менделеевой в церкви села Тараканово. В этот день в СССР испытан первый советский паровоз без топки. В 1957 году в СССР для иностранцев открыты 5 городов. Также в этот день был установлен День работников пищевой промышленности, который традиционно празднуется в третье воскресенье октября. В 2002 году под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяженности мост через Амурскую протоку. Его длина составляет 750 метров. Это единственное подобное сооружение в России. Мост был построен в рекордно короткие сроки – всего за 1 месяц. В этот день родились Мэри Шелли, английская писательница, автор книги «Франкенштейн». Исаак Левитан, русский живописец-пейзажист. Эрнест Резерфорд, английский физик, отец ядерной физики, создатель планетарной модели атома. Леонид Шварцман, советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино. Анна Политковская, российский журналист, публицист, правозащитница. Камерон Диас, американская киноактриса и модель. Именины сегодня отмечают Филипп, Павел, Мирон, Илья, Дмитрий, Алексей, Юлианна, Ульяна. Уже через день мы с вами будем отмечать День знаний. Школьники вновь сядут за парты, а наши малыши пойдут в детские сады. И сегодня, начиная этот день, мы хотим вам дать пару советов, как сделать так, чтобы нашим детям, да и нам, легко было войти в новый учебный процесс. И сегодня у нас в гостях Раиса Васильева, педагог-психолог, и Наталья Никифорова, начальник отдела комплексного сопровождения Центра психолого-медико-социального сопровождения. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, почему 1 сентября – это стресс не только для детей, но и для их родителей? Так, наши первоклассники первый раз идут в школу. И почему же этот 1 сентября стресс для детей и для родителей? Потому что наши детки переходят в новый этап, переходят в новую обстановку, знакомятся с новым коллективом и с учителем. Все меняется. Также родители беспокоятся, как мой ребеночек адаптируется, как будет налажен контакт, будет ли успевать мой ребеночек. И также не забываем, что 1 сентября также и родителям нужно быть подготовленными. Вот вы ранее говорили о том, что родителям нужно пойти на линейку и так далее. И с 1 сентября начинается, я сама мама, помню, как вчера, как мы бегали между работой в школу. Например, вот урок начинается в 9, а нужно забирать ребенка уже в 11. Поэтому с этого плана тоже нужно быть подготовленными, родителям, например, договариваться уже, кто будет забирать ребенка, а кто будет отводить и так далее. Потому что если в садике ты привел в 7:30 и забрал в 7:30 часов вечера, то в школе это уже намного строже, и намного раньше нужно забирать. Поэтому в связи с этим родители испытывают стресс. Ну, получается, 1 сентября не только школьники идут, еще и дети. Вот, допустим, как быть родителем маленьких детей? И вообще, вот обычно есть какой-то определенный период, когда ребенка потихоньку адаптируется, приводят, например, до обеда, например, а потом как бы увеличивают это время пребывания. Может быть, ваши какие-то еще советы дополнительные есть? Для детских садиков наши малыши сейчас, когда вот уже введена программа демографии, ходят дети с года.
в детский садик. Поэтому намного сложнее, да, проходит адаптация для детей раннего возраста, это с года до 3. Поэтому введена ступенчатая адаптация, когда ребенок приходит, рекомендуют, например, с 3 часов, да, начинать, когда ребенку 4-3 года. А для ранников мы советуем, чтобы приводили в час. Например, ребенок ходит на час, потом увеличивает постепенно время. Почему? Да? Потому что есть барьер, очень много барьеров. Какие мы советы даем, да? Чтобы родители подготовили шпаргалку для воспитателей. Потому что дети с года до 3, для них намного сложнее, да, добиваться своих потребностей. Например, ребенок хочет пить. Как он скажет, да? Чаще всего дети обращаются к жесту мимическая речь, да? Например, были детки, которые показывали вот так, либо так, да, что хотят пить. Поэтому обязательно родителей просим по нескольким параметрам написать, например, как ребенок говорит, что хочет пить. Как говорит ребенок, что он хочет поесть, как он просится в туалет, также какие слова он использует. И также разные ритуалы и традиции. Просим, чтобы они написали, например, когда ребеночек сам испытывает стресс, когда дневной сон. Есть детки, которые засыпают под разные ритуалы. Например, укачивание, это самое традиционное, да, и также есть детки, которые трогают волосы, засыпают, поэтому иногда родители просим, чтобы они были такие случаи, да, когда ребенок не мог заснуть никак, пытались отучить, да, что и мама принесла свои локоны, приклеила их, и ребеночек трогает и засыпает. Также такие все нюансы, они должны быть расписаны, и даже просим, когда у детей, да, наших сейчас есть разные подушки, да, одеяльца, которые они с собой таскают. И все это нужно будет принести родителям и начинать желательно с часу, да, на час оставлять, потом на 2 часа, увеличивать постепенно время. И также обязательно все рассказать о особенностях своего ребеночка. Например, есть очень такие наши детки тактильные, да, либо есть детки, которые не любят, когда их трогают, понимают, да, поэтому воспитателям просим, чтобы они обязательно наладили контакт с родителями, то же самое, да, чтобы родитель наладил контакт с воспитателем. Также нашим деткам, родителям, да, просим, чтобы всегда они были на связи и всегда нам рассказывали о своих детках. Действительно, очень интересная тема, я думаю, особенно в преддверии 1 сентября. Мы продолжим наш разговор с нашими гостями в студии после небольшого выпуска новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Центральная избирательная комиссия России думает о возможных вариантах, чтобы облегчить голосование в труднодоступных и отдаленных местностях страны. При 100% охвате интернета там можно будет голосовать дистанционно. Пока, по словам председателя Центра избиркома Памфиловой, есть только осознание проблемы и размышления, как сделать голосование в труднодоступных местах более доступным. Задумки есть, и я уверена, что с учетом нашего желания и современных технологий мы решим и эту проблему, подчеркнула Памфилова. Вступают в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Причем все виды медицинской помощи – экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, и лекарственное обеспечение в стационарах – будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий. А медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг теперь обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2026 года. Проект «Мобильные доктора» в Якутии расширил географию выездов. Теперь врачи выезжают не только в арктические районы, но и в труднодоступные населенные пункты. В составе бригады работают терапевт, гинеколог, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, отоларинголог, нарколог, педиатр, детский стоматолог и эндокринолог. Специалисты проводят первичный прием, по показаниям выполняют лабораторные и инструментально-диагностические исследования. После этого дают рекомендации и назначают соответствующее лечение. На сегодня в Усть-Мае к врачам обратились 600
626 человек, в Ильдикане – 74. По рекомендациям врачей, 3 пациента были госпитализированы в стационар Усть-Майской районной больницы с двусторонней пневмонией, повышенным уровнем сахара в крови и выраженной анемией. С 1 сентября 2023 года российские школы переходят на золотой стандарт образования. Это базовая планка, ниже которой сползать нельзя. Единый стандарт преподавания введен по 6 предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. В начальной школе это русский язык, чтение и окружающий мир. Теперь появилось конкретное содержание образования по каждому предмету, обозначены ориентиры и результаты которых можно ожидать от детей. Кроме того, по всем школьным предметам будут созданы единые государственные учебники. По истории такой уже готов. Старшеклассники с этого года начнут по нему учиться. В старших классах в курсе ОБЖ появится модуль по начальной военной подготовке. Русский театр открывает новый 133-й театральный сезон. Сезон начнется премьерой «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» по повести Пьера Бомарше. Сюжет забавной истории разворачивается вокруг остроумного, энергичного молодого человека по имени Фигаро. Зритель застает его в замке графа Альмавивы, где он служит помощником графа. Фигаро счастливо влюблен в юную горничную Сюзанну, которая не уступает избраннику в остроте ума и иронии. Премьера состоится 1 и 2 сентября. В новом сезоне зритель увидит постановки от Мирнинского и Нерюнгринского театров. Также сцену русского театра посетит актерская труппа Благовещенского театра. И буквально через небольшой период времени у нас получается юбилейный 24-й год, год юбилея Александра Сергеевича. Мы его тоже не оставим без внимания. Почему я начинаю с него? Потому что в этом году, наверное, вы уже слышали, либо видели, если была такая возможность, прийти 6 июня и увидеть небольшой отрывок а-ля трейлер постановки, которая состоится в 2024 году. Это «Руслан и Людмила». Именно драматической постановки. Мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. В эфире «Утро Якутии». Мы продолжаем наш разговор с нашими гостями в студии, как подготовить ребенка и как войти вообще в учебную колею. До перерыва мы разговаривали про детский сад. Сейчас продолжим про первоклассников, но перед этим я бы хотел спросить у нашей гости Натальи. Расскажите про ваш центр психолого-медико-социального сопровождения. Чем он занимается и каким образом помогает? Наш центр работает с 2010 года, очень давно, и помогает городу Якутску. Для обучающихся консультацию проводим, для родителей, для педагогов. Также курируем педагогов-психологов дошкольного образования и педагогов-психологов школы. Проводим семинары, консультации методические. А также у нас работает служба ранней помощи. Там занимаются с детками логопеды, педагоги-психологи, дефектологи от 0 до 3 лет. И комплексное сопровождение, отдел комплексного сопровождения, которое сопровождает от 3 до 18 лет. Все наши услуги, консультационные, групповые и так далее, все они бесплатные. То есть любой человек, если у них есть некая проблема, может обратиться и по любому получить поводу, психологическую, в том числе, помощь. Да. По номеру 430907 могут записаться любые родители для населения города Якутска. Все бесплатно. А также у нас есть массаж для детей, психоневролог, логопед. Все мы комплексно работаем именно для улучшения психического состояния ребенка. Телефон 430907. 430907. Хорошо. Ну, давайте, наверное, несколько советов. У нас еще есть время для родителей первоклассников. Как их адаптировать к школе? Вкратце. Давайте начну я, вкратце. Самое главное — режим. Режим — наше все. Обязательно нужно родителям проговорить, даже можно нарисовать, либо написать, обязательно разработать в голове тайм-менеджер. То есть, как будет ребеночек, будет ли успевать он собираться и так далее. И самое главное — именно социализация ребенка. Когда ребенок идет в большую группу, когда 36-40 детей в классе, ребенку сложно бывает. И бывает индивидуальные, бывает такое, что замкнутые дети, и бывают и общительные дети. Поэтому, смотря от какой ситуации, можно найти подход.
Спасибо большое. Друзья, но сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Друзья, мы рады вас приветствовать вновь на телеканале Якутия-24. Это «Утро Якутии», и мы продолжаем наш эфир. В озере Лох-Несс провели самые масштабные поиски за последние 50 лет. К озеру съехались волонтеры из разных стран, всего около 100 человек. Еще 300 следят за поисками онлайн. Как ранее мы говорили, это все связано с поиском так называемого лохнесского чудовища. Первое упоминание о чудовище в этом озере в Шотландском Нагорье было еще в середине века. Тогда ирландский монах Святой Колумб увидел какого-то огромного зверя в реке Несс, который вытекает из озера. А в 1933 году управляющий отелем Л.Д. Маккей рассказала постояльцам, что видела существо, похожее на кита. С тех пор энтузиасты периодически устраивают на озере масштабные поиски. Власти Северной Кореи разрешили гражданам, застрявшим в других странах, вернуться на родину. Границы КНДР были закрыты более 3 лет из-за пандемии. Северокорейские СМИ сообщают, что власти сделали заявление в воскресенье. Северная Корея позже всех стран начала снимать антиковидные ограничения. В прошлом месяце в Пхеньяне побывали иностранные правительственные делегации. Их направили Китай и Россия. В августе пересечь границу КНДР также разрешили северокорейским спортсменам, которые ездили на турнир по тэквондо в Казахстан. Экипаж SpaceX Crew 7 прибыл на МКС. К 69-й долговременной экспедиции присоединились еще 4 астронавта. Американка Жасмин Макбели, японец Сатоси Фурукава, россиянин Константин Борисов и Андреас Могенсен, первый и пока единственный датский астронавт. Их встречают командир Сергей Прокопьев и остальные члены экспедиции. Вновь прибывшие астронавты подчеркнули важность единства и сотрудничества. Как отметил россиянин Константин Борисов, это самая интернациональная команда SpaceX. Напомним, миссия экипажа Crew 7 продолжится полгода. Астронавты проведут научные эксперименты, включая изучение физиологических аспектов сна астронавтов и сбор образцов микробов из внутренних помещений МКС. Почему вы не высыпаетесь? Назван топ самых вредных утренних привычек. Во всем виноват не только кофе. Высыпаться критически важно для нашего настроения и хорошего самочувствия. Наш сон – это возможность для организма восстановиться и подготовиться к новому дню. Как ни странно, не только вечерние, но и утренние привычки могут стать ключом к здоровому и крепкому сну. О том, что может помешать ночному отдыху, мы расскажем далее. Слишком много кофеина. Утренний кофе для многих необходимый ритуал перед началом трудного рабочего дня. Однако употребление большой дозы кофеина утром сразу после пробуждения может привести к тому, что вы чувствуете, что совсем не выспались. Дело в том, что ранний подъем сопровождается естественным ростом уровня гормона стресса кортизола. Если вы выпьете крепкий кофе сразу после сна, уровень кортизола станет еще выше, а избыточный уровень кортизола в крови вызывает сонливость. Чтобы максимально использовать бодрящие свойства кофеина, лучше пить кофе через час после пробуждения. Отсутствие завтрака. Еще хуже, если кофе выпивается на голодный желудок. Без хорошего сбалансированного завтрака, когда кофе становится единственным приемом пищи до обеда, вы рискуете не только получить проблемы с желудочно-кишечным трактом в будущем, но и ощущение вялости на весь день. Просто мало сна. Норма сна для взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки, но часто вечером нам хочется посмотреть сериал, просто посидеть, поговорить с членами семьи, а кому-то даже заняться спортом. Все это излишне бодрит перед сном и отодвигает время, когда пора ложиться спать. В результате происходит утренний недосып. Старайтесь соблюдать гигиену сна и спать хотя бы 7 часов в сутки. Нехватка дневного света. Наверняка все замечали, что вставать легче, если за окном светло. Естественное освещение играет ключевую роль в регулировании наших биологических ритмов. Но большинство людей даже в дневное время пользуются искусственным освещением на рабочем месте, что может сказаться на качестве сна. Старайтесь днем чаще выходить на улицу, а в выходные дни выбирайте в качестве досуга утреннюю прогулку по парку.
разное время пробуждения. В норме сон состоит из нескольких фаз, между которыми должно соблюдаться правильное соотношение. Постоянное изменение времени пробуждения может нарушить ваш циркадный ритм, правильный сон и бодрствование, а регулярное пробуждение в одно и то же время, напротив, помогает улучшить качество сна. Помните, если вы просыпаетесь после 12 воскресенья, подъем в понедельник в 6 утра вызовет у вас больше трудностей. И последнее – не выпускать телефон из рук. Не только заканчивать, но и начинать день со смартфона – не лучшая идея. Утром организму нужно дать хотя бы полчаса времени на естественное пробуждение. Телефон в руках со списком задач на день, лента тревожных новостей, неотвеченные сообщения, лишний стресс и отвлечение от важных утренних ритуалов организма. Но действительно, в подтверждение могу сказать, как человек, который просыпается на эфир около 5 утра, иногда в 4:30, а иногда бывает так, что и в субботу, и в воскресенье встаешь практически тоже очень рано. Но нестандартный график работы провоцирует депрессию, считают китайские ученые. Работать с 9 до 17 оказалось более полезным для ментального здоровья. Подробности приводит Daily Mail. Для исследования ученые из университета Хуажонг проанализировали данные 175 тысяч работников, в том числе почти 28 тысяч тех, кто трудится посменно. За каждым наблюдали около 9 лет и просили сообщить, была ли у него диагностирована депрессия или тревога. В исследовании сменная работа определяется как работа, требующая, чтобы люди трудились вне обычного окна с 9 до 17. Это, например, медики, охранники, продавцы. Оказалось, что эта категория участников исследования на 22% чаще диагностируют депрессию. Также они на 16% более склонны к беспокойству. А шведские ученые выяснили, почему мужчинам важно заниматься спортом в юности. Физическая активность оберегает от серьезных заболеваний. 30-летнее исследование показало, что хорошая форма у мужчин в молодости снижает вероятность заболеть 9 видами рака на 40%. Хорошая кардиореспираторная подготовка положительно влияет на здоровье и может предотвратить рак кишечника, почек, печени, поджелудочной железы и легких по мере взросления. Наибольшая связь была отмечена в отношении рака легких. Высокий уровень физической подготовки привел к снижению риска на 42%. А венгерские ученые выяснили, что собаки охотнее слушают женщин. Механизм взаимодействия похож на то, как мамы общаются с младенцами. Команда из университета Этвиша Лоранда использовала МРТ-сканеры, чтобы отслеживать работу мозга собак, когда с ними разговаривали люди. Данные аппаратов показали, что у щенков повышалась чувствительность мозга к обращенной к ним речи, если ее произносили женщины. Ученые считают, секрет в том, что женщины разговаривают с собаками примерно так же, как с маленькими детьми. Предыдущие исследования показали, что мозг младенцев настроен на этот стиль речи. Что делает этот результат особенно интересным, так это то, что у собак, в отличие от младенцев, эту чувствительность нельзя объяснить ни древней реакцией на сигналы сородичей, ни внутриутробным воздействием женского голоса, сказал один из авторов исследования. Осень – это пора теплых пледов, горячих глинтвейнов и сбора грибов, которые в избытке растут на влажных почвах, особенно после дождя. Благодаря теплой погоде, которая сейчас стоит в регионе, заниматься тихой охотой можно хоть каждый день. Но все мы знаем, что не все грибы съедобны, и собирать надо их с осторожностью. Сегодня в нашей рубрике «Мой доктор» мы вам расскажем, что же делать при отравлении грибами. Это должен знать каждый грибник. Доброе утро! Смертельно опасных грибов немного, поэтому даже неопытный грибник может научиться их определять. Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, главное при сборе грибов – руководствуйтесь железным правилом «не знаешь – не бери». Симптомы отравления грибами. Токсины грибов поражают клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, вызывая расстройство пищеварения спустя 1-2 часа после употребления и острый токсический гастроэнтерит. Этот промежуток времени может сократиться или увеличиваться в зависимости от вида грибов, их обработки, количества выпитого алкоголя, массы тела, возраста и наличия у пострадавшего хронических заболеваний. Отравление грибами у детей может проходить тяжелее, протекать стремительнее. Тяжесть зависит от того, сколько грибов съедено. Они могут длиться от 2 до 3 дней.
Проявления включают в себя сильные спазмы желудка, боль в животе, тошнота, рвота и понос. Желудочно-кишечные симптомы, связанные с употреблением грибов, могут исчезнуть через 2-4 дня, но токсическое повреждение печени продолжается и приводит к смерти через 2 недели после приема. Не существует полного противоядия от отравления грибами, и жизнь пациента зависит от ранней диагностики и лечения. Первая помощь при отравлении грибами. Первым делом нужно немедленно вызвать скорую помощь. До приезда скорой помощи, особенно если вы находитесь в удаленной местности, когда бригада медицинской помощи может прибыть с большой задержкой, сделайте следующее. Положите пострадавшего на бок в устойчивое положение. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды комнатной температуры от 1,5 литров и более. Таким образом вы вызовете рефракторную рвоту и промоете желудок, тем самым снизив концентрацию ядовитых веществ. Повторяйте промывание до тех пор, пока рвотные массы не будут состоять из чистых вод. Дайте пострадавшему активированный уголь. Активированный уголь нужно давать из расчета 1 таблетка на 1 килограмм веса. Лечение должно проходить в больнице. Не собирайте и не ешьте грибы, особенно в загрязненной местности. Если вы подозреваете, что вы сами или ваш ребенок съел ядовитый гриб, не ждите проявления симптомов. Обратитесь к врачу. Осень – это то время, когда необходимо позаботиться об укрытии многолетних кустарников. Ведь впереди долгая и суровая зима, и чтобы наши дачные саженцы не перемерзли, надо за ними ухаживать уже сейчас. И сегодня в рубрике «Сад и огород» мы расскажем, как же готовят к зиме пионы в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета. На зиму пионы готовят следующим образом. Вот здесь пионы? Да, мы где-то в сентябре начнем срезать побеги, оставляя вот такие короткие части. Это подготовка к зиме. Так. Но в то же время можно его, опять же, осенью поделить и сделать из одного растения, подготовить несколько растений. Так, лопатой я очистила вокруг растения место. Нашла место, где есть зазор между плотно стоящими стеблями. Вот здесь, да? И сделаю лопатой глубокий такой вот надрез. Очень глубоко, на всю, чтобы поделить. В общем, потом, для того, чтобы корни у него очень широко расходятся, мы подальше берем и вот так же очень глубоко на всю глубину штыка лопаты окапываем растение. Не выкапывать, а вот так вот срезать все корни. Несколько раз. Несколько раз вокруг. И только после этого осторожно мы лопатой приподнимаем уже срезанную часть. Так, лопата нам теперь не нужна. Ой, извините. И уже берем руками, да? И вот мы отряхиваем от земли. О, какие у него и мы корни. видим, да, вот здесь видны почки. Почечки. Это цветочные почки будущего года. И это сами деленка. корни, они такие толстенькие. Для того, чтобы срез не повредился вредными грибами, мы припудрим его вот такой вот угольной пылью. И тоже сделаем потом с деленками. Так, мы припудрили, закапываем яму. Следующий наш этап мы смотрим. В принципе, если вот есть места, где нет почки, мы можем сделать надрез и здесь. Тогда получим вот осталось у нас одно растение, и этой половинки мы можем получить еще 2 растения. Можно срезать вот так аккуратненько, очень острым ножом. Если опытные садовники, то это делают обычно лопатой. Светлана Захаровна, значит, очень важно, чтобы на каждой у нас вот, как бы деленочке оказалась почечка, да? Да, желательно несколько почек.
Август – это традиционное время арбузного изобилия на прилавках торговых сетей. Но, к сожалению, даже в самый разгар сезона не каждая полосатая ягода может похвастаться достаточной сладостью для того, чтобы оказаться на нашем кухонном столе. Существует несколько способов проверить арбуз на спелость. Это проверенные годами методы, но сегодня появляются и новые. Вот, например, знали ли вы, что выбрать спелый арбуз можно с помощью смартфона? Мы проверили, насколько реален этот способ. Способов выбрать вкусный арбуз существует немало. В первую очередь опытный покупатель рекомендует обращать внимание на арбузный хвостик. У спелой ягоды он должен быть сухим. Сухая должна быть? Да, вот такой вот. Уже готов должна быть. Спелость плода можно определить и по другим внешним признакам. Корка спелого арбуза не должна блестеть. Кроме того, о достаточной зрелости подскажет большое желтое земляное пятно на боку. Чем оно выразительнее и ярче, тем слаще ягода. При постукивании арбуз должен издавать гулкий звук, напоминающий вибрацию. Слишком звонкий звук может говорить о том, что плод перезрел, а слишком глухой, наоборот, подскажет о его незрелости, считают эксперты. Именно этот признак взяли за основу многие программисты при разработке мобильных приложений, определяющих спелость плода. И если вы еще недостаточно опытны, чтобы определить спелую ягоду на слух самостоятельно, то можете попробовать довериться одному из таких приложений. Мы, в свою очередь, решили проверить, как это работает, использовав приложение Melanie. И не разобрались. По словам разработчиков, приложение использует сложные алгоритмы для анализа частоты звучания. Безусловно, не стоит слепо доверять подобным методам проверки и относиться к ним с полной серьезностью. Ведь большинство разработчиков таких приложений вряд ли преследовали что-то, кроме развлекательных целей. Однако мы уверены, что более продвинутые методы для анализа зрелости арбузов с помощью гаджетов обязательно появятся в будущем. Ну а пока рекомендуем вам доверять при выборе только собственным глазам и ушам. В Якутске в начале августа отгремел полуфинал конкурса красоты «Мисс Новая Якутия», в котором приняли участие более 20 красавиц республики. Многие задались вопросом, что это за конкурс, аналог «Мисс Виртуальной Якутии» или же «Мисс Якутии». И сегодня, чтобы ответить на эти вопросы и также и другие, к нам в гости, у нас в гостях в студии организатор этого конкурса Виктория Тимофеева. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что это за конкурс, почему не «Мисс Якутия», не «Мисс Виртуальная Якутия», а называется он «Мисс Новая Якутия». В чем разница? Конкурс называется «Мисс Новая Якутия». У нас изначально было название «Мисс Диджитал Якутия». Это мы хотели отметить цифровой формат конкурса, но со временем, получается, на одном из брейнштормов у нас название поменялось на «Мисс Новая Якутия». Этим хотели мы показать, что мы стираем стереотипы, новые границы, открытие новых границ. И конкурс называется «Мисс Новая Якутия». На данный момент у нас идет второй этап голосования. Из 22 девушек будут отобраны народным голосованием 11 финалисток. То есть еще впереди финал. Да. Но уже достаточно много шума, да, наделал конкурс. А сколько участниц было заявлено изначально и сколько, соответственно, прошли, как вы сказали, уже 22 девушки, да. А финал пройдет 11. А сколько было изначально участниц? Изначально, и как можно было подать заявку? Да, действительно, у нас конкурс прямо поднял ажиотаж, чему мы были очень рады. Если изначально вспоминать, да, мы планировали, где-то 150 заявок, скорее всего, будет, мы думали. И мы были в приятном шоке, когда поступило 350 заявок. 350? 350. И девушки у нас красивые, то есть очень быстро были заполнены заявки, но отбор именно как правильное заполнение, так скажем, да, по условиям конкурса анкет прошло 269 заявок. И голосование у нас началось 25 июля, первый этап голосования. На первом этапе голосования, получается, было отобрано народным голосованием 22 девушки для полуфинала.
А вот те, получается, практически около чуть меньше 100 девушек, которые за анкеты не были приняты. Да. Какие были самые распространенные ошибки, чтобы вот в будущем не повторять, например? Забывали писать дату рождения, забывали писать отчество. То есть там прям условия конкурса были такие, что нужно было обязательно написать о себе краткую информацию. Некоторые совсем пропускали это. И формат, получается, фотографий иногда не соответствовал. Вот качество, размер и так далее. Угу. Ну, действительно, если, например, раньше участницы конкурса «Мисс Якутия», да, определялись, подбирались по определенным жестким достаточно критериям, то сейчас таких критериев нет. Просто любая желающая девушка могла принять участие. И, да, действительно, это как так. проходило голосование на первом этапе? На первом этапе, получается, было вот отобрано, как я уже сказала, 269 девушек. И, ну, красивых девушек у нас много. Якутия славится красивыми девушками. И достаточно быстро, получается, мы заполнили, да, вот эти заявки, как я уже говорила. Так, еще раз вопрос я забыла. Ну, давайте другое. Насколько сложно набрать красавиц в финал, да, соответственно, как будет проходить отбор? Народным голосованием. То есть второй этап голосования у нас будет длиться до сентября, до середины сентября. И там из 22 девушек будет отобрано именно народным голосованием. То есть, получается, каждый голосует. Да? И мы очень рады, короче говоря, мы очень рады, что народ, получается, моментально подключился к голосованию, поддержали конкурс и очень активно прям голосуют. 11... Правильно ли я понимаю, что там нет жюри, да, то есть, ну вот, по крайней мере, на этих этапах, я не знаю насчет финала, но вот только чисто идут голоса от подписчиков, да, соответственно, от простых людей. Первый и второй этап голосования у нас проходит вот открытым именно способом. Любой может проголосовать за девушку. Вот. 14 октября у нас пройдет полуфинал, и там уже будет, соответственно, конкурс красоты. Пройдет. Жюри, то есть, тоже будет, да, уже на последних финальных конкурсах. А что будет далее вот, для победительниц этого конкурса? Что их ожидает? 14 октября у нас в стенах театра оперы и балета готовится грандиозное событие. Андрей Никифоров у нас является режиссером, молодой креативный режиссер. И в команде с нашим агентством готовится конкурс красоты. Я надеюсь, и мы вообще надеемся, что конкурс запомнится. Даже пишется гимн специально для красивых женщин нашей республики. Пока исполнителей раскрывать не буду, но скажу точно, что их очень любят и слушает вся наша республика. Вот такой вопрос, то есть есть ли какие-то правообладания в названиях? То есть в целом практически нет, да, сейчас, по-моему, не проводятся такие конкурсы или давно не проводились, может быть, из-за пандемии. Вот, нельзя ли было назвать просто, допустим, «Мисс Якутия» взять? Ну, как бы такое классическое название? Или все-таки есть какие-то правообладания? Да, конечно, есть у нас такие моменты, нюансы. Последний конкурс проходил у нас в 2019 году, «Мисс Республика Саха-Якутия». И сейчас вот агентство «Три кита», получается, является организатором «Мисс Новая Якутия» 2023. Опять же, «Мисс Республика Саха-Якутия» тоже не «Мисс Якутия», да? То есть другое название было выбрано. Ну, практически одно и то же. Хорошо. В будущем вы планируете повторить, то есть, ну, на следующий год будет ли конкурс? Да, конечно, мы на это очень надеемся, мы планируем, у нас очень много планов и собираемся, конечно же, уже проводить каждый год. Дай бог. Ну вот в конце хотелось бы тоже задать вопрос. Вот девушка с Нижнего Куранаха, по-моему, да, была по фамилии Кобякова, я вот имя не помню. Ее зовут Кобякова Мария. Мария. Очень эффектная девушка. Вот она девушка 21 века, которая умеет себя подавать. Она очень умная, красивая девушка, достаточно такая уверенная в себе. И нам было очень приятно с ней работать. Но в целом практически она тоже внесла свою достаточно лепту, да, то есть... Да, это было удивительно. Прям это узнали... Это мы никогда не забудем, это был очень приятный шок. И приятный опыт так.
Да. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях Виктория Тимофеева, организатор конкурса «Мисс Новая Якутия». Мы вам желаем успехов, желаем удачи всем девушкам, кто участвует в конкурсе «Мисс Новая Якутия». Ну и от коллектива «Утро Якутии», я думаю, что многие, наверное, болеют за тех или иных участниц. Но мы, тем не менее, желаем всем удачи. Большое спасибо. Вам спасибо. Дорогие друзья, ну а сейчас мы передаем с огромным удовольствием слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Вводятся новые правила продажи рецептурных лекарств. Суть нововведений состоит в том, что информация на рецептах на льготные лекарственные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, должна вноситься в систему мониторинга оборота лекарственных средств. Провизор вносит данные по рецепту в товарно-учетную систему аптеки, а оттуда информация автоматически поступает в систему мониторинга. Учет лекарств для льготников, а также препаратов строгого учета производится и сейчас. В дальнейшем предполагается распространить этот порядок на все виды рецептурных лекарств. Родители, а также опекуны и попечители детей-инвалидов смогут брать дополнительные оплачиваемые выходные. По Трудовому кодексу один из родителей, а также опекун или попечитель могут взять в месяц 4 оплачиваемых выходных дня для ухода за детьми-инвалидами. Но для сопровождения ребенка с ограниченными возможностями на курорт родителям приходится использовать свой отпуск. Теперь в Трудовом кодексе закрепляется право на предоставление родителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов 24-дневного дополнительного оплачиваемого отпуска в течение календарного года. Закон, вводящий эту возможность, вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Свыше 150 новых школ на более чем 110 тысяч мест откроется в России 1 сентября. Из них треть в сельской местности. Ввод новых школ позволяет создать необходимые условия для получения качественного образования в комфортных условиях вне зависимости от места проживания. Реализация программы велась поэтапно. На протяжении последних нескольких лет учитывались запросы жителей регионов. Поэтому создание новых школ в селах – долгожданное точечное развитие социальной инфраструктуры. Кроме того, после завершения капитального ремонта 1 сентября запланировано открытие более 1250 школ в 73 регионах страны. Отмечается, что программой охвачены как большие, так и небольшие образовательные организации. В Жатае продолжается строительство судоверфи. На сегодняшний день завершено около 70% строительных и отделочных работ. Проектная документация была подготовлена в 2018-м, тогда же и начались строительные работы. С тех пор ситуация на рынке сильно изменилась. Из-за санкционного давления приходилось искать иные пути приобретения и завоза строительных материалов. В связи с этим сдвинулись и сроки запуска верфи. С ходом работ на предприятии ознакомилась рабочая группа Совета Федерации. По итогам работы в республике Совет Федерации вынесет в постановление вопрос о возмещении республики разницы средств, которые были изначально заложены в проект, и средствами, которые были потрачены. В Амге почтили память отличника культуры Якутии, писателя-документалиста, члена Союза журналистов России, лауреата Всероссийского конкурса «России. Верные сыны» Дмитрия Гаврильева. Дмитрий Гаврильев оставил после себя много исследовательских работ по истории гражданской войны, о репрессиях и об участии воинов-якутян в Великой Отечественной войне. Начиная с 1962 года он публиковал материалы о воинах-якутянах в республиканских и районных газетах. Первая книга, посвященная воинам-якутянам, увидела свет в 1989 году. Следующие две в 90-м и 94-м годах также увековечивают имена земляков, солдат Великой Отечественной. Примечательно, что Дмитрий Гаврильев помог многим найти затерявшиеся со времен войны награды. Он был писатель-документалист, писал о людях, которые не возвратились из войны. Это и первую книгу он написал в 1989 году. Многие были уже, уже потеряли как бы надежду, да, что не могут найти. И он разыскал вот этих людей, которые остались на поле боя. И, в общем, о таких людях он написал 3 книги. В общем, он написал 24 книги. И сейчас у него была очень уникальная картотека. Он всегда говорил, что она даже лучше вашей библиотечной. Им только надо хорошо пользоваться. К этому часу это все новости. Хорошего дня.
Ну а сейчас для тех, кто собирается на работу, немного информации о погоде в городе Якутске. Значит, сегодня в 6 часов утра было плюс 9 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Днем сегодня без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 26, плюс 28. В общем, можно пока что одеваться по-летнему. Хотя примерно по прогнозу вроде как с 1 сентября начнется уже такое похолодание ближе к осени. Но мы желаем вам отличного дня. Завтра, напоминаем, у нас будет розыгрыш 2 пригласительных кинотеатр «Центральный» для наших подписчиков в телеграм-канала «Утро Якутии». Прямо сейчас вы можете пока подписаться, ну а завтра принять участие в нашем розыгрыше. Ну а также мы желаем вам отличного, бодрого настроения, хорошего продолжения дня. И напоминаем, что вы смотрели «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Желаем всего самого хорошего. До новых встреч. До завтра.